серьезной датой для нашего института. Говорю пока о старом названии, потому что только недавно, с 1 февраля 2016 года, наш Северо-Западный институт печати, который в этом году должен был в том названии отмечать 70-летие, отмечает свое 70-летие как Высшая школа печати и медиатехнологий. Хочу сказать, что для всех нас это очень добрый знак в связи с тем, что Университет промышленных технологий и дизайна, частью которого мы являемся, также в этом году совершил совершенно революционное преобразование. Наверное, вы все знаете, что к нашему университету присоединился технологический университет растительных полимеров. И наш, скажем так, и статус, и объем возрос. Сегодня в университете промышленных технологий и дизайна 16 тысяч студентов, и это делает нас очень значимыми по контингенту студентов в городе. Мы занимаем 4-е место, естественно, после трех ведущих вузов города, среди которых большой университет, как мы привыкли называть, университет политехнический и так далее. То есть этот год, 2016, стал для нас, для всех, в общем, годом очень интересных преобразований. Надо сказать, что в составе университета исполнилось 15 лет. 15 лет мы в 2001 году перешли в состав университета. И тогда направление печать, медиаиндустрия, информационные технологии в полиграфии, может быть, для университета были новыми. Сегодня я бы сказала, что университет держится на 3 китах. Это технологии, это дизайн и это, конечно, наше направление печать и полиграфия. Что подтверждает это мое утверждение? Подтверждает, мы сегодня вот с коллегами успели перекинуться некоторыми нашими впечатлениями, количество и увеличение бюджетных мест, которые выдаются ежегодно каждому университету. И мы сегодня с гордостью говорим, что бюджетные места по нашим направлениям, печать, полиграфия, медиаиндустрия увеличивается. И главное, что они увеличиваются в магистратуре. Хочу сказать, что мы уже известны в России нашим направлением, и тот конкурс, который был в прошлом году при поступлении в магистратуру, говорит о многом. Сегодня в нашем университете учатся наши коллеги из Челябинска, Твери. Я, наверное, могу долго перечислять, не буду занимать ваше внимание, но это самое главное, что есть. Это значит, что авторитет вуза растет, и мы очень рады, что к нам приезжают молодые, умные, с другим каким-то, может быть, иным багажом, и именно это делает нас, ну что ли, перспективно развивающимися. Поэтому это самое главное. Ну и теперь то, что касается конференции, что мне сегодня очень приятно сказать, что действительно мы стабильно проводим нашу конференцию. Мне очень приятно, что, как мы теперь ее называем, взрослая и детская у нас вместе. Мне кажется, что очень важно, что наши студенты видят, что делают их преподаватели, как они оценивают сегодняшний процесс и что они рассказывают. И соответствует ли их научное направление тем мыслям, тем каким-то знаниям, которые они передают своим студентам. Я надеюсь, что это совпадает, и это нашим студентам интересно. Именно наша научная, наша такая вот творческая составляющая. Мы с вами живем в эпоху перемен. Перемены происходят, по-моему, каждый день. Министерство образования и науки не оставляет нас в покое. Это приятно с одной стороны, с другой стороны немножечко нас приводит в состояние такое, я бы сказала, чересчур рабочее, потому что мы никак не понимаем, как все успеть. Я думаю, что все, кто сталкивается с образовательным процессом, знают, что одним из главных сегодня стало наличие бумажной документации, как на традиционном источнике, так и в электронном виде. И нас оценивают прежде всего по количеству подготовленных методических указаний. И, конечно, без них жить нельзя. И, конечно, мы должны после себя оставить что-то очень хорошее. Не знаю, хорошее ли это методическое вот это вот обеспечение, самое ли хорошее в нас, наверное, часть хорошего. Но, тем не менее, мне очень хочется надеяться, что когда-нибудь мы будем с вами с радостью говорить, что мы все сделали, мы все написали, теперь можем поработать со студентами. Доживем, наверное, доживем. Ну и третья, наверное, составляющая моей сегодня довольно, я надеюсь, краткой речи, потому что мастерство журналиста, творческая направленность журналистского дела становится все более и более яркой.
Я думаю, что каждый день мы живем сегодня в мире событий, которые часто, интерпретация которых часто зависит от того, как подал их журналист. И вы это все видите в собственной жизни. Сегодня, наверное, уже нельзя сказать, что журналисты где-то далеко, а мы где-то здесь. Нет, мы все вместе. И от того, как мы смотрим на жизнь, наверное, очень многое зависит от журналиста, от того, кто подает информацию. Поэтому я надеюсь, что мы все готовим нормальных, молодых, здоровых психически, не падких на изменение, резкое изменение информации выпускников. И каждый год, защищая дипломы, мы, наверное, думаем о том, что они должны быть умнее нас, они должны быть лучше нас, и, наверное, быть еще ярче, чем есть мы. Поэтому я очень еще раз хочу вас приветствовать в наших стенах. Хочу сказать два слова, что и в плане стен тоже все меняется. Наш учебный медиацентр прирастает звукостудии современной. Мы закупили оборудование и буквально в течение 2-3 недель будем оборудовать, уже собирать, монтировать это оборудование. Поэтому учебный медиацентр будет телерадио в полном смысле этого слова. И я надеюсь, что все студенты, которые к нам придут, которые будут у нас учиться, почувствуют, что техническое оснащение растет, потому что без этого сегодня журналист тоже невозможен. Когда он через 3 секунды должен передать свою информацию, конечно, главное, что в руках у него должны быть технологии. Поэтому надеюсь на сегодняшнюю интересную встречу. И завтра также продолжение конференции, наверное, будет не менее интересным. Ну и все мы извлечем из этого массу полезной и интересной информации. Станем богаче в широком смысле этого слова. Спасибо большое.